Ребят, у меня такая проблема. Вот девушки, почему они такие? Ну, вот почему она постоянно опаздывает на свидание? Или почему они такие нервные, вспыльчивые? Вот реально, они заслуживают вообще подарка на 8 марта или нет? Как вы считаете? Вот не скажи, Камиль. Вот недавно совсем приехал к ней, еще час стоял, ждал, пока она оденется и накрасится. Что это такое? Я для нее все делаю, подарки, цветы покупаю. А она что мне? Что, мне она глазки только строить должна? Вот этого я, конечно, не понимаю. Может, у кого-то из вас есть решение этой проблемы? Ну, решение этой проблемы все равно, какая бы девушка ни была заносчивая, навязчивая, все равно мы их должны любить, одаривать подарками, поэтому я считаю, 8 марта все-таки надо подарок делать, как бы к тебе девушка не относилась, если ты ее любишь, на самом деле, да, надо ее баловать, дарить цветы, в общем-то, потому что другой у тебя такой никогда не будет. А я вот считаю, чтобы прежде чем сделать подарок на 8 марта, мы должны получить подарок 23 февраля. Все-таки кэшбэк должен быть. Конечно. Как минимум, Ну да. пена для бритья, носочки там. Очень правильно подмечено. Да, что-нибудь стандартное. То есть, мне кажется, мужчины даже специально придумали свой праздник первее, чтобы проверить, Конечно. насколько девушка То любит есть ты уже, тебя. опираясь на этот подарок, можешь в ответ... Да, то есть уже посмотреть, насколько она тебя любит. А ведь нам всем разные девушки нравятся, по факту. Да, вот. Кому-то там светлые волосы, кого-то темные. Кто-то любит с характером, а кто-то нуждается в мягкой жене, которая будет послушна. Вот вам какие нравятся девушки? Любые девушки. Просто женщины – это цветы жизни. И я считаю, что каждая женщина заслуженно должна получить подарок на 8 марта. Неважно, какого цвета волосы. Главное, чтобы характер и национальная принадлежность была в первую очередь. Про характер, вот правильно ты сказал, что у нас у всех разные характеры, вот даже у парней. Но подарок, мне кажется, надо однозначно делать. Единственное, что от формата, вот какая девушка, такой должен быть подарок. Вот, если она такая элегантная, красивая, то, наверное, ей надо как минимум 101 розу подарить. Если вы скромный человек, и она такая же скромная, то, конечно, подарок, можно и поскромнее. Давайте, ребят, тогда собрались, обсудим, что мы можем подарить нашим замечательным девушкам штаба на 8 марта. Мы можем один большой подарок собрать все вместе, творчески спеть песню. Не зря же говорят вот то, что мужчины любят глазами, да, а девушки любят ушами. В этом есть доля правды, но на самом деле, я бы еще от себя добавил, девушкам необходимо прокачивать свое внутреннее «я». Многие забывают о женственности, о том, что надо быть милой, доброй. Именно вот эта внутренняя женская вот эта энергия, она должна быть просто обширной и ощущаемой для мужчин. Если мужчина будет чувствовать вот эту женскую энергетику, то мужчина будет готов на все. И на 8 марта уже не будет стоять вопрос, что вам подарить. Хоть фруктовая корзина со звуки вкуса, хоть одна роза, хоть 101, хоть все, что вы хотите. Вот. Женственность решает. Ну, можно, конечно, потратить кучу денег на подарок, но если в нем не будет души и любви, и искренних стараний, этот подарок ничего не будет стоить. Я считаю, что можно сделать подарок творческим, душевным, даже если мы не вложили ни одного рубля. Мне действительно понравилась идея, то что женщины же любят внимание к себе получать. И если каждый индивидуально подойдет к какой-либо девочке и искренне скажет ей какие-то пожелания, слова добрые, любовные, как раз, как мой коллега сказал, насчет женственности, это само собой натолкнет на ее развитие, и чем приятнее будет поздравление, тем лучше будет для нас самих, по сути. Поэтому я предлагаю спеть песню, а потом каждый подарит по цветочку и скажет теплые душевные слова. Дорогие женщины, любимые наши, мы поздравляем вас с этим прекрасным праздником, и специально для вас наша песня. Называется она «Все для тебя», для каждой из вас. Погнали. Моей судьбе есть только ты, одна любовь и боль моя. С тобою повстречались мы, родная женщина моя. То ли на радость, то ли на беду, ты знаешь, что я тебя одну люблю. Два раза. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны для тебя.
лишь для тебя. Горят на небе звезды для тебя. Безумный мир наш создан для тебя. Живу я под солнцем для тебя. Лишь для тебя. Живу я под солнцем для тебя. Спасибо, мы вас любим. Будьте здоровы, счастливы, любимые. Это все для вас.